Родину невозможно унести. Унести можно только тоску. Если бы родину можно было перетаскивать как мешок с собой, то было бы ей грош цена. Хочу свое выступление начать со слов великого писателя кыргызского народа Чингиза Турыкуловича Айтматова. 20 марта 2021 года на заседании Координационного совета общественных организаций я был избран председателем Совета кыргызской диаспоры. И с этого момента начинается новый этап моей жизни. И первым делом, чтобы создать мост дружбы между кыргызской диаспорой и другими диаспоральными структурами, национальными организациями, российскими организациями, мы наладили взаимосвязь с посольством, Федерацией мигрантов России, Международной организацией по миграции и так далее. Таким образом, мы укрепили наше взаимодействие, взаимосотрудничество. В марте месяце Совет кыргызской диаспоры совместно с представительством Министерства внутренних дел Кыргызской Республики провели очередной международный турнир по ММА под лозунгом «Спорт против преступности». Цель этого турнира – поддержать юных спортсменов, пробуждать в них желание вести здоровый образ жизни и защитить их от негативного воздействия окружающей среды и призвать их, опять же, к лозунгу «Спорт против преступности». На сегодняшний день в Российской Федерации, в частности в городе Москве, среди наших соотечественников большое количество – это молодежь. Среди них есть и прогрессивная молодежь. 20 мая 2021 года было создано молодежное крыло Совета кыргызской диаспоры и проведено первое заседание. После этого молодежное крыло укрепился, начал активно работать со структурами диаспор, начал развивать свою структуру. Начали принимать участие во всех международных форумах, конференциях, круглых столов, чтобы продвинуть прогрессивную молодежь на новый уровень. И таким образом мы сделали существенный вклад в развитие молодежи и приобщить их к диаспоральной структуре Совета кыргызской диаспоры. В июне месяце Совет кыргызской диаспоры при поддержке общественного объединения «Эль-Аим», при участии министра культуры, спорта, информации и молодежной политики провели международную конференцию 120-летию одному из основателей кыргызской государственности, государственному и политическому деятелю, герою кыргызского народа Жусупу Абдурахманову. В конференции приняли участие международные эксперты и общественные деятели других стран. Также в этом месяце Совет кыргызской диаспоры при поддержке посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации провели международный шахматный турнир, где были участниками около 90 шахматистов разных возрастов. Целью этого мероприятия была популяризация шахматных игр и интеллектуальных игр среди соотечественников. 31 августа 2021 года, ко Дню независимости Кыргызской Республики, диаспорой и посольством Кыргызской Республики было организован праздник, куда мы пригласили народного артиста Кыргызской Республики, великого сказителя эпоса «Манас» Дуэлета Сыдыкова, где он беспрерывно 5 дней и ночей читал и рассказывал эпос «Манас». Еще одно значимое событие для Совета кыргызской диаспоры. 17 сентября Совет кыргызской диаспоры впервые в истории диаспоральной структуры получил официальный статус. Мы зарегистрировались как общественная организация, как международная общественная организация в Российской Федерации. Таким образом прошли регистрацию Министерства юстиции Российской Федерации. Для диаспоры это значимое событие. С 14 ноября по сегодняшний день у диаспоры проводится большой праздник в честь 95-летия участника Великой Отечественной войны, почетного ветерана города Москвы, кавалериста Мамралиева Роза Мамралиевича. 95-летие при поддержке Совета Аксакалов проводится по сей день. 8 декабря 2021 года в офисе Совета кыргызской диаспоры нами была проведена встреча с представителями правоохранительных органов Главного управления Министерства внутренних дел города Москвы для укрепления взаимовыгодного сотрудничества между диаспорой и правоохранительными органами. Решили впредь продолжать такие активные встречи, чтобы улучшить взаимоотношения между диаспорой и структурами МВД. Итоговое заключение
я хочу сказать, все у нас еще впереди. Та работа, которую мы сейчас проделали с большой командой Совета кыргызской диаспоры, это только начало. Нам предстоит еще многое провести, многое проделать. Все еще впереди, большие работы, задачи, вызовы у нас впереди. Я очень надеюсь, что следующий год, 2022 год, для кыргызской диаспоры будет один из плодотворных, значимых и хороших годов. Успехов, всего доброго, всего наилучшего, господа. Всего доброго.